Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить, или продолжить сегодня тему ситуации в Южной Бессарабии, которая уже несколько недель, недель подвергается обстрелам со стороны российских оккупационных войск, бьют по портовой инфраструктуре. Вот сегодня прилетело в Измаил, до этого ударили по Рени. Вообще, какова ситуация там? Я предлагаю поговорить с Юрием Демчогло, главой Ассоциации гагаузских сообществ Украины. Господин Демчогло, приветствую вас. Добрый день. Акшам Хайролсен, Замах Хайролсен. Саун Зяда Аушамерсенс. Господин Демчогло, какова ситуация сейчас? Мы как бы следим практически каждый день, видим какие-то сообщения, бьют по Украине, но вот если говорить за последние 17 месяцев, уже 17 месяцев идет полномасштабная война России против Украины. Вот то, что сейчас происходит в Южной Бессарабии, да, это как долго продолжается вот эта неделя? Каждый день они бьют, через день. Какова ситуация? Ситуация непривычная для Южной Бессарабии. Это действительно была и для города Измаила, который последние пару лет, особенно военные лет, когда начал бурно развиваться. Тут разместилось много беженцев, переехало много компаний, зерновых, офисы пооткрывали в Измаиле. То есть сегодня, я хочу вам сказать, даже аренда квартир в Измаиле выше, чем в Одессе. И зарплаты сегодня в Измаиле, в Рени, там, в Дунайской Бессарабии, Украины, в 2 раза выше тоже, чем в Одессе. Вот, то есть в Одессе работу сложнее найти, чем в Измаиле. Да, в Измаиле очень много сегодня вакансий есть, можно приехать, работать и в зерновых компаниях, и в экспедиторских, и в портовых компаниях. То есть Измаил очень развился, очень вырос по населению, почти в 2 раза за 2 года. То есть Измаил — это один из регионов, городов Украины, где идет активная фаза строительства и промышленного, и жилых домов. То есть, к сожалению, мне было счастье. То есть для Измаила вот это как раз такой пример, когда из-за войны город стал востребованным, например, из-за близости к Европейскому Союзу. Но сегодня вечером его постигла так военная участь, сюда ничего не прилетал. 7 месяцев вообще не прилетал никогда в Измаил. Сегодня первый раз. И очень жестоко, я вам скажу, очень жестоко прилетело. Много прилетов было. К сожалению, хочу признать, что Измаил не подготовленный по системе ПВО, так как Одесса. То есть в Одессе процент сбиваемости 80, даже 90%. Доходит по шахедам чуть не до 100%. Доходит сбиваемость. Измаил, к сожалению, большая часть шахедов прилетела. Украинское Дунайское пароходство. Но хочу вам сказать один большой плюс. При таком массовом обстреле ни один человек погиб. Это вообще, знаете, Бог любит Измаил, я вам скажу. При таком массовом обстреле, при таких массовых разрушениях, это здание Украинского Дунайского пароходства, мы видим, это здание известного Измаильского морского вокзала, мы видим, который отремонтировали буквально года 3 назад, завершили его ремонт капитальный. Там видно, что я говорил с господином Борчуком, да, то есть из того, что мы слышим, да, как вы говорите, Измаил очень развивается, и городская инфраструктура, и гражданская инфраструктура, и портовая, вот это сейчас. А вообще как в результате обстрелов сильно ли пострадала портовая инфраструктура? Били по порту или по портовой инфраструктуре, или, скажем так, в центре города тоже прилетело? Какую часть прилетела больше всего сегодня ночью? Очень прилетел портовой, тут горит нефтяной терминал Измаильского порта, зерновые терминалы 2 пострадали. Пострадали здание морского вокзала, пострадали здание Украинского Дунайского пароходства, это высотка, которую мы видели в первых кадрах, Украинское Дунайское пароходство, ДП. Почти все, 99% это было по портовой инфраструктуре.
и там чуть-чуть, может быть, административной инфраструктуре. То есть жилая, слава богу, не пострадала. Тем, как вы знаете, тем отличаются шахеды. Они из всего многообразия российского вооружения они самые более-менее точные. Вы знаете, что там есть GPS-навигация, ставится GPS-точка, и она туда и летит, в это здание. Она летит долго. Вот его запустили там с района Азовска или Таганрога, или Пскова, куда не сказать. И до нас летит 2 часа. До Одессы, до Измаила 2,5 часа. И у нас есть время приготовиться. То есть уйти всем в укрытие. Это их плюсы, то, что время их полета очень долго. И даже вот у нас, кто живет в Украине, в Одесской области, по всем нашим телеграммам, прочим каналам, как только шахеды пересекают Тарабунар, мы уже знаем, что это будет пролететь куда-то на Южную Бессарабию, то есть или Измаил, или Лени, Дельту. Время много есть, но они, к сожалению, точные. Они легко сбиваются. Даже при том, что Измаил не был под такой, 30-40% сбит. Из простого стрелкового оружия сбивается с автомата Калашникова. Но они, к сожалению, Измаил большой портовой ум. Цели мы все знаем. Это продолжение обстрелов портов Черноморской. То есть Путин видит, что там все остановилось, тут шевелится. И давайте эти показатели. У нас в ближайшие дни переговоры. Вот сегодня пришла новость, что Путин позвонил Эрдогану, и вы читали, наверное, да? Сегодня произошел телефонный разговор, и договорились о том, что в ближайшее время, очень ближайшее время, опять мировую. То есть я не удивлюсь, если за день до этой встречи опять куда-то прилетит какие-то порты Украины. Ну хорошо, вот логика в чем? Он пытается полностью выйти из зерновой сделки, то есть как бы оставить Украину вообще без возможности вывозить любое зерно? Или как бы какое-то странное поведение перед зерновой сделкой? Как бы, тут, для нас это не странное поведение. Путин всегда перед любой сделкой любит пошантажировать и показать, типа, вот посмотрите, какой крутой, я могу и туда ударить, туда ударить, туда ударить. Я говорил, слава Богу, все молятся сегодня, что в Измаиле не погиб ни один человек при таких массовых. Даже тяжело раненых нет, вы знаете. Вот столько разрушений, но даже тяжело раненых нет. В основном там порезы от стекла, там контузии и тому подобное. Но, то есть, я считаю, что в результате это шантаж перед сделкой, чтобы с ним пошли на сделку на условия. И эта сделка, как бы, это переговоры об этом уже, я так понимаю, что в активную фазу в ближайшее время дойдут. Господин Фёга, а вот Джурджелевский порт, молдавский, он вот с этой точки зрения в безопасности или уже и он практически не находится в безопасности, учитывая, что Россия начала бить по портам на Дунае? Ну, я думаю, если Россия начнет применять ракеты, то он тогда не будет вне безопасности, потому что точных российских ракет мы знаем, плюс-минус километр. От Кремлинского порта до Джурджелевского, насколько я знаю, буквально 3-4 километра. Первое. Второе, с другой стороны, как бы Россия почему не использует, я так думаю, ракеты, вот вы знаете или нет, ракет. Потому что все-таки есть опасения российской стороны, что рукожопость, извиняюсь за выражение такое, во время их обстрелов, чтобы они не попали случайно в страну НАТО, соседей, потому что даже иронийский порт обстреляли, ракеты попали в 400 метрах от Румынии. И даже чуть-чуть пострадали там. Вы в прошлый раз говорили, что, в принципе, как бы, очевидно, что нужно защищать Южную Бессарабию сейчас системами ПВО, эти порты и так далее. То есть, во-первых, как быстро это может произойти для того, чтобы, скажем, и в Южной Бессарабии,
такой же процент сбития шахедов был, как это в Одессе, да, практически, как говорите, 80%, иногда и 100%. Да, и до этого сколько еще вреда он может нанести до того, как ну, защитят небо над Южной Бессарабией? Я думаю, что после, знаете, Ренийского, там, кое-какие выводы сделали, но не быстро. После Измаильского, я думаю, что все будет очень быстро. И я считаю, что удары продолжатся. Или по Измаилу, по Рени, или по другим объектам ОДА. К сожалению, я так думаю, что они продолжатся. И наши военные должны быть к этому готовы и готовы так же, чтобы и дунайские порты, они сегодня стратегические, были защищены так же, как и одесские порты или город Одесса. Но в случае, даже если заключат зерновую сделку, вы думаете, он все равно пойдет, да? То есть как бы будет бить по инфраструктуре Дуная? То есть это не прекратится? Нет, если зерновую сделку договорятся, то, соответственно, прекратит бить, потому что в зерновой сделке прописано, там, что стороны гарантируют целостность инфраструктуры этих стран, России и Украины, не будут обстреливать. Но, с другой стороны, Украина подписала зерновую сделку в прошлом году, в конце августа. С 1 сентября, кажется, заработал зерновой коридор прошлого года. И он два раза нарушался. 2 раза быстрее выходил из него, вы помните. И там, по-моему, перед началом прямо ударили по Одесскому порту куда-то, по-моему, да? Там, по-моему, прилетело. Да, тоже, да, перед самой сделкой, за день до сделки, за день до заключения, точнее, сделку заключили, и 31 августа, 30 августа прилетело. За день и за 2 дня до начала сделки. А за день до начала сделки прилетело в Одесский порт. То есть Путин такой, он... И я вам скажу, что зерновой сделки грош цена, потому что я так думаю, что в случае успехов украинской армии на поле боя, то первый шаг, который он делает, это он выходит из зерновой сделки. Или же там делать проблемы, там, если будет наступление какое-то удачное наступление, как вместо 5 судей на инспекцию российские инспектора проверяют только 1 или 2 судна. То есть оно до минимума сводится, способность этой инспекции. Господин Чук, а вот чем грозит, скажем, мировому рынку зерна отсутствие доступа или невозможность Украины экспортировать свое зерно? Да? То есть как бы это каким-то образом скажется на ценах. Может быть, это приведет к очередной арабской весне, потому что эксперты говорят, что арабская весна, в принципе, началась из-за дефицита, в принципе, зерна и хлеба. Подскочили цены на хлеб и начались движения в арабском мире. То самое. Вот как бы сейчас чем это чревато? То есть как бы он, понятное дело, пытается вытеснить Украину и заполнить это все российским зерном. Вот даже на саммите Африки в Петербурге, да, там он с барского плеча так сказал африканским странам: нате вам там столько-то тысяч. Ему сказали: не нужны нам ваши тысячи, да, вернитесь в зерновую сделку, да, то есть как бы чем грозит... Мы хотим за него деньги заплатить. Да, мы хотим за него платить деньги, да. Ну, по крайней мере, ничего не бывает в этом бесплатно. 100%, да. То есть даром, как говорят в Одессе. Да. Особенно от России, да, ничего даром не бывает. Да. Я вам скажу, что мировой, как бы, арабская весна России не угрожает. Ну, по 2 причинам, потому что пока нет, к сожалению, кроме Пригожина, там, пока мы не видим. Нет, я не про Россию, я говорю про другие части мира, да, которые зависят от... Ну, там, в других странах, я не знаю, как все возможно. Пока зерновой коридор работал, об этом не говорили. Но если зерновой коридор не будет работать долгое время, все возможно. Возможно, действительно в каких-то странах африканских. Пока, наверное, запас есть. Прошло совсем немного. Когда война началась с февраля же до сентября месяца, как бы никто не чувствовал. Последние месяцы, то есть когда зерно не эксплуатировалось из Украины 3-4 месяца, тогда почувствовали. То есть, соответственно, через 2-3 месяца, то есть 3-4 месяца мы опять можем почувствовать проблемы с продовольствием в Африке. Это не такой быстрый процесс.
Но я все-таки что-то думаю, что до конца августа о чем-то договорятся. И опять с 1 сентября какой-то типа а-ля зерновой коридор 2. Ну, то есть вариант, при котором Путин, ну, даже если, допустим, он не вернется в зерновую сделку, возможен ли вариант, чтобы он как бы, ну, полностью перекрыл возможность экспорта украинского зерна? Или такой вариант отсутствует целиком и полностью? Ну, во-первых, то, что еще есть коридор у нас на Прибалтийский и Польшу экспорта. Сегодня 30% самого экспорта идет оттуда. То есть железнодорожным автомобильным транспортом идет польские и литовские порты, прибалтийские порты, оттуда экспортируются. Совсем нельзя перекрыть. Дунай, я думаю, что будет еще долгое время актуален, несмотря на обстрелы, будет актуален. Да, нужно улучшить систему ПВО на Дунае, если вдруг не будет подписана эта зерновая сделка в ближайшее время. Но у Украины не будет другого выхода, как укрепить систему ПВО, и, соответственно, там любые атаки будут безуспешными и не интенсивными, не важными для украинской стороны. Ну вот мы дошли в 21 веке до ситуации, да, после всех вот этих вот международных соглашений, что защищает не международные соглашения, а защищает оружие, да, то есть как бы армия и вооружение. Наличие оружия — самая главная гарантия для государства. Да. Наличие армии, как сегодняшнего в Украине все говорят, наличие боеспособной армии и наличие оружия — это самая главная гарантия. Самая главная гарантия безопасности Украины — это не США, ни Великобритания, ни Россия, ни ЕС, ни НАТО. Это украинский солдат, украинская армия и украинское оружие. Кстати, вот этого, я так понимаю, что вот эта концепция, вот это осознание вот этого всего сейчас в Украине все сильнее и сильнее, правильно понимаю? То есть, да, то есть международные партнеры, спасибо вам, помогаете, но самое главное, чтобы смогли сами. Я правильно понимаю, да? Да. Никто нас не защитит, кроме нас самих, кроме нашей армии, нашего народа, кроме вооруженных сил Украины. Мы это понимаем. Совершенно верно. Как защитить в время Одессу, Харьков, Николаев. Господин Чулок, а вот по гражданской инфраструктуре другой Бессарабии, есть возможность, что будут обстреливать другие, скажем так, объекты в Бессарабии, где-нибудь вглубь территории, не по портам, а, допустим, вы говорите, что они используют в основном шахеды, да, то есть по Южной Бессарабии бьют только шахедами, да, то есть как бы возможность того, что они... Пока. Ага. То есть возможность того, что будут бить другими какими-то средствами и поражать другие города в глубине территории, вы не исключаете такую возможность? Ну, все возможно, но сегодня высокоточное оружие, кроме шахедами высокоточное, но оно легко сбивается, я уже говорил. Ну да. Легко сбивается, долго летит, к нему можно приготовиться, подготовиться, не спеша разложить там зенитную технику и прочее. Покурить, попить чай, кофе. Покурить, да, кофе попить. Но, к сожалению, она идет с GPS-наведением, это минус. Наличие хорошего, более-менее хорошего ПВО не допустит больше таких страшных ночей, которые была весной или этой ночью. Но другие виды вооружения не точны. Я подозреваю, что Россия его не использует, потому что все-таки у него цели сегодня навредить портовой инфраструктуре Украины. Пока цели такие. Запугать там, население, у него пока такая цель, какой-то цели не вижу. Запугать население, это делается в приграничных районах, там, Херсона, там, Запорожья, Кривого Рога. Вот такое, чтобы был хаос среди населения и тому подобное. Тут прослеживается чисто отпечаток того, что торги за будущую зерновую сделку. Хорошо, а вот он сказал, что он будет бить, ну Путин сказал, да, что будет бить даже по гражданским судам. И он фактически блокирует Черное море. А что насчет портов и гражданских судов, которые идут в порты Румынии, Галац, Констанца, Бургас, Варна, как бы там у них есть свободный доступ? Или там как обстоят дела? Там есть НАТО в этих портах. Большая между нашими и донецкими портами. И Констанции, Варна и Бургас, там есть НАТО. Там есть корабли НАТО. И они, к сожалению, имеют хорошую систему ПВО. Что на земле, что на воде, на кораблях. Ну, к счастью для них вы имеете в виду, да?
К счастью для них, да. Да, да, да. К сожалению, того, чего не имеем мы Да, да, пока. понятно. К сожалению для нас, что мы такого не имеем. Да. И поэтому обстрел страны НАТО, соответственно, это сразу вступление в силу действия протокола НАТО о защите всеми странами. Ну вот это было сообщение, что несколько израильских кораблей, по-моему, прорвали вот эту блокаду. Как это получилось с Одесского порта, если я правильно? Не только израильских корабли, корабли заходят. Просто на Дунай корабли заходят двумя каналами. Ага. Одним румынским Сулинским каналом, который охраняется и берегается страной НАТО, потому что он полностью находится на территории НАТО. И второй канал Быстрый, который был открыт после деоккупации острова Змеиный. То есть Змеиный как раз находится посередине между каналом Быстрый и Сулиной. И переход кораблей из Сулины. То есть сегодня все корабли аккумулируются что в Сулину, что в Быстро на территории страны НАТО, под защитой НАТО. Переход от этой зоны накопления, как мы называем это акватория Сулины, до Сулину вообще безопасно, 100% безопасности захода и прохождения по Дунаю. Через Быстрое сегодня и раньше, до деоккупации острова Змеиный, он был опасен. Но после того, как русские делали жест добровольно, ушли Змеиного, то судозаходы и выходы из острова, из канала Быстрый, украинского канала Быстрый, они стали тоже безопасностями. Сегодня, если есть, как бы Россия пригрозила, чтобы если будете украинские порты, а соответственно это через украинский канал Быстрый в том числе, то типа вы можете подвергнуться там, мы вас можем обстрелять. Или вы соучастники военных действий. По законам Украины мы можем вас обстрелять. Но корабли, да, многие боятся уже заходить через канал Быстро, идут в основном через канал Сулину. Но сюда заходят, я вам скажу, израильское это такое, чуть показательное. Я знаю, что до этого почти ежедневно заходили корабли. Последнее. Господин Михайлов, я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир. Желаем вам держаться, да, и удачи, и слава ЗСУ, да, как говорят. Армия единственное, что нас защищает. У нас другого выхода нет. Другого выхода нет. Триматися, кажуть українці. Триматися, да. Кувєтний мек. Господин Михайлов, спасибо большое. Рады будем видеть вас еще. Спасибо. Спасибо. До свидания.